В этом году открыли свои двери школы в селе Обячево, детсад в микрорайоне Кочпанчит Сыктывкара, школа-детсад в деревне Усть-Ижма. После капитального ремонта заработал детсад в Кажеме Кайгородского района. Одной из ключевых новаций этого года – изменение подходов к профессиональной ориентации школьников и студентов. Во всех школах, техникумах и колледжах теперь есть занятия по профориентированию. Проводятся по единой модели в формате еженедельных занятий «Россия. Мои горизонты». А еще в Коми в этом году приехали 44 земских учителя. А по поручению главы Коми системе образования было дополнительно выделено более 357 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы, организацию отдыха и оздоровления детей, поддержку талантливых и одаренных ребят. Год педагога и наставника дал старт новым традициям. Множество мероприятий и конкурсов поддержали и повысили статус педагогов. Есть прекрасный конкурс «Педагогические династии». В этом году он раскрыл просто таланты в нашей республике. Аллея славы, которую мы заложили в День учителя, тоже будет постоянно обновляться и расширяться. Акция «Спасибо учителю». 10 тысяч наших жителей приняли участие в этой акции и сказали слова благодарности своим педагогам. Много других мероприятий, на самом деле, которые, уверенно, станут традицией. Отдельная тема коллегии – дополнительное образование детей республики. Своим положительным опытом делится Усинск. Там доп. Образование развивается динамично. Свыше 6 тысяч детей обучаются разным навыкам. Сегодня в районе открыты 9 точек роста. В следующем заработают еще 2. Среди усинских детей, конечно, остается популярным это физкультурно-спортивное направление в системе дополнительного образования. Но надо сказать, что с появлением точек роста интерес появился у ребят к техническому творчеству. А особенно импульс нового технического творчества задал IT-куб, который появился в Усинске год назад. Поэтому я думаю, что сегодня традиционные направленности в системе доп. Образования потеснятся в пользу технического, естественно, научного творчества. Дополнительное образование в Коми получают также и учащиеся среднего профессионального образования. Кстати, авторские работы студентов представлены для участников коллегии. Студенты уже приходят настроены на то, чтобы изготавливать, творить, созидать, делать что-то новое, интересное и раскрывать свои таланты. Концепция развития доп. Образования детей правительством России утверждена до 2030 года. В Республике Коми до конца 2024 года в каждом муниципалитете должны появиться экостанции. В 18 городах и районах они уже есть. Экостанции реализуют свою работу по таким направлениям, как агро, био, лесное дело, экомониторинг, проектирование. Замечу, что в 9 из этих экостанций приоритетом выбрано лесное дело. И для развития этого лесного хозяйства мы принимаем действительно много внимания. Вы знаете, что у нас уже на протяжении последних 3-4 лет проводится поддержка общества юных лесничих и слет юных лесничих. И очень складно эта работа втягивается в том числе в созданный проект «Профессионалитет», который мы создали на базе Сыктывкарского лесопромышленного техникума. И это тоже было одной из причин, что ранняя профориентация переходит уже в обучение, и в дальнейшее трудоустройство. В Коми набирают обороты школьные медиацентры. Сегодня их в регионе 88, охвачено 1300 обучающихся. Направлений много, но не все муниципалитеты охотно берутся за новое. На коллегии представители учебных заведений мотивируют и вдохновляют. Ведь доп. Образование для ребенка – это раскрытие его способностей и талантов и создание будущей истории успеха. Анастасия Тюрина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.